Картины из коллекции Чувашского художественного музея планируют представить Третьяковской галерее. Выставка должна открыться в марте 2019 года. Наша республика впервые участвует в таком крупномасштабном проекте. До этого лишь единичные работы входили в российские выставки. Какие полотна увидит столичный зритель, расскажет Лидия Галактионова. Что там за стеклом, ясно будет чуть позже. Группа реставраторов демонтирует, вскрывает и тщательно осматривает картины на предмет их сохранности. Их 77. Именно столько отобрали представители Третьяковской галереи. Левитан, дуб на берегу реки, рама все-таки нам требует замены. Она треснутая. Чувашский художественный музей вошел в программу «Золотая карта России». Организаторов в первую очередь интересует коллекция русского отдела музея. В свое время многие работы приехали к нам из Москвы и Санкт-Петербурга. И столичной публике интересно узнать, что из наследия русского изобразительного искусства хранится в регионах. В нашем собрании представлены работы известных художников – Рокотова, Репина, Поленова, Коровина, Тропинина, Фешина. В экспозицию войдут и произведения двух корифеев чувашской живописи – Кокеля и Сверчкова. В Третьяковской галерее существует традиция выставлять на обозрение посетителей картины без стекла. Следовательно, полотна должны быть в идеальном состоянии. А значит, впереди большая работа по реставрации. Сотрудники музея тщательно фильтруют произведения, изучают состояние живописного слоя, анализируют изменения лакокрасочного состава, целостности холста. Некоторым картинам уже за 200 лет. Материалы, из которых они сделаны, увы, имеют свой срок службы. Впрочем, состояние картин разное. Заканчиваем зал передвижников, и где-то уже из 77 работ, уже 30 работ стопроцентно требует реставрации. 18 век, к сожалению, в плачевном состоянии, он почти весь требует реставрации. Передвижники как бы немножко получше, здесь как бы ситуация, потому что в 61 годах еще сотрудники, тогда называлось, то есть сейчас ныне называется ВХНРЦ имени Грабаря, они приезжали к нам и какие-то выборочные работы все-таки реставрацию проводили. И вот эти вот реставрационные работы, как бы они более-менее предметы сохранили. Информацию по каждой картине передадут во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени Грабаря. Его сотрудники составят смету на проведение реставрационных работ. Но по предварительной оценке уже ясно, что это потребует серьезных вложений. Мы имеем шанс впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, потому что реставрационный план крупными реставрационными мастерскими, он делается загодя, и войти своими произведениями в план реставрации очень сложно. Но, слава богу, есть такая договоренность. Сейчас, после этой кропотливой работы, будем выходить на наше министерство с просьбой о возможности выделения финансовых средств. Планируется, что полотна после реставрации будут экспонироваться в Третьяковской галерее. Отдельная выставка соберет весь цвет коллекции нашего музея. Лидия Галактионова, Михаил Солин, Вести Чувашия.